Выгодные контракты, соглашения о сотрудничестве, десятки инвестпроектов. Летний амфитеатр Назрани стал центром притяжения сотен предпринимателей и бизнес-сообществ. В регионе прошел 5-й юбилейный экономический форум и многопрофильная выставка «Деловая Ингушетия». На презентационной площадке представлена возможность республиканским предприятиям и организациям показать свое производство. Это способствует налаживанию межрегиональных взаимовыгодных связей, установлению новых деловых контактов и заключению соглашений. Десятки ярмарочных палаток во дворе амфитеатра – своего рода предвестник экономического форума. «Деловая Ингушетия-2018» традиционно началась с выставки, которая оправдала звание многопрофильной. Свою продукцию представляет около 200 предпринимателей из ряда регионов России. В числе ингушских предпринимателей завод по производству алюминиевых радиаторов. Отопительные радиаторы на заводе АТМ производят по итальянской технологии. Преимущество продукции – легкость, небольшие размеры, высокая рабочее давление, которое достигает до 105 градусов по Цельсию. Качеством, ценой можем конкурировать с другими производителями. Сегодня в России мы одни из лучших. Это не просто наши слова или догадки, а это говорит о том, что люди интересуются. У нас есть покупатели, и с России покупатели. И по СНГ тоже мы реализуем нашу продукцию. Мы своих секретов не раскрываем, так как это специфическое производство, и довольно тяжело было дойти до этого качества, до того, что мы дошли. У нас оборудование итальянское, и все расходные материалы мы привозим с Италии. Свою продукцию представил еще один завод – «РИАК» по изготовлению алюминиевых профилей. Предприятие в год выпускает около 7000 тонн продукции. Завод уже поставляет профиль в Москву, Подмосковье, регионы Сибири и СКФО. Помимо всего прочего, предприятие готово изготавливать профиль различного типа и в любом количестве по желанию заказчика. На сегодняшний день мы выставили свою продукцию на этом форуме «Деловая Ингушетия». Мы на сегодняшний день готовы к сотрудничеству. И есть у нас очень хорошая сейчас площадка новая, которую мы в этом году запустили с новейшим оборудованием, которое позволяет нам производить очень хорошую конкурентоспособную продукцию. Как мы знаем, все спрос на эту продукцию он очень высокий на сегодняшний день. Поэтому мы даже и сегодня недавно подходили люди, которые уже заинтересовались нашей продукцией. Они закупают эту продукцию, аналогичную продукцию в Московской области. Они заинтересовались, у них свои цеха сборочные на Ставропольском крае. Они заинтересовались, уже взяли наши контакты. И что касается данного мероприятия, это мы уже 5-й раз выставляемся на этом мероприятии, на форуме «Деловая Ингушетия». Хотелось бы тоже поблагодарить и руководство, и организаторов данного мероприятия. Это на сегодняшний день очень хорошая площадка, именно как для производителей, и также для покупателей. Словом, каждый посетитель форума может не только ознакомиться с местной продукцией, но и приобрести ее. Гости из соседних республик договариваются с ингушскими предпринимателями о дальнейшем сотрудничестве. Немало заинтересованных и в молочной продукции региона. Самый крупный ее производитель в республике – молоко Ингушетии. Наша продукция, мы же знаем, что это натуральный продукт. У нас в районе, в республике находится мясомолочный комплекс Сагапшинский. И у нас там, естественно, находится корова. Люди многие не верят, что у нас там находится корова, что у нас есть естественное молоко. И с этого молока мы производим натуральный продукт, без всяких добавок. Единственное у нас, что на заквасках, это сметана, сыр и кефир. А молоко у нас натурально, пастеризовано. Процентность 3,2 и 2,5% мы делаем молоко. Сыр тоже у нас бесподобный. Масло натуральное у нас сейчас есть. Топленое масло у нас сейчас есть. Широкий ассортимент натуральной косметики на основе кавказских трав представили и предприниматели из Северной Осетии. По словам представителей торговой марки, технологии экстракции трав и рецептуры косметических продуктов разрабатываются исключительно специалистами высокого профиля.
А вот представители бизнес-сообщества Дагестана представляют гибкий клинкер. Проще говоря, гибкий кирпич. Его используют для облицовки фасада домов, декоративного украшения помещений. Долговечность десятки лет, морозостойкий и жаропрочный, чем и вызывает интерес у покупателей. Мы представляем гибкий клинкер и гибкий камень, он как что-то по типу обоев. Он хорош собой, что у него морозостойкость, жаростойкость, можете посмотреть, мы ее сжигаем, водостойкость, и у него здесь он сделан не из бетона, не из гипса, он сделан из глины и мраморной крошки. Еще краской покрывается мраморная крошка, железооксидный пигмент. На нее гарантия 15 лет, от 15 лет на выгораемость, не выгорает. И чем он хорош, что он не ломается, ничего, устанавливается, монтаж очень легкий. Поэтому его, в принципе, можете установить куда угодно. Покрываете гидрофобизаторами, можете хоть на улицу, хоть в ванну. Также и гибкий камень можете установить куда вам угодно. Во-первых, мы представили комплекс знаний, который может использовать фермер в зависимости от тех проблем, которые он хочет решить. Если речь идет о Северо-Кавказском федеральном округе, те же самые проблемы, что и в ЮФО, это разработка засухоустойчивых технологий. Самая большая проблема – ориентир на то, чтобы эту проблему решить. Эту проблему решаем за счет восстановления биологии почвы, то есть биологической активности почвы, что позволяет именно формировать тот иммунитет, те характеристики у растений, которые позволяют противостоять этому стрессу, недостатку влаги, высокой атмосферным температурам и так далее. Малгобекский район, если мы говорим об Ингушетии, примерно те же самые условия, что в Кабардино-Балкарской республике, в Терском районе, Прохладинском районе. Вот за моей спиной вы можете увидеть в этом году, какой результат получен и по сое, и по кукурузе, и по бахчевым. То есть привезли, по сути, решения, которые позволят избавиться от ежегодных потерь сельхозпредприятиям. Гости из соседней Чеченской республики представили теплоэнергетическое оборудование, которое востребовано не только в регионах России, но и за пределами страны. Они уже поставляют свою продукцию в Казахстан и страны Азии. Представляем мы здесь это собственного производства теплоэнергетическое оборудование. Мы производим котлы, котельные, дизельные генераторные установки, 3 генерационные установки, металлоконструкции, строительные материалы, мебель. В общем, перечень производимой продукции довольно-таки широк. Здесь малая часть того, что мы производим и чем мы занимаемся. Новые проекты представили и молодые предприниматели Ингушетии, которые предоставляют всем желающим свои услуги. Наш проект стал интересен он своей новизной и, соответственно, нашим подходом. Вот, это формат тайм-кафе, это что-то между кафе и что-то между игровой зоной. Слияние такое, где ты можешь прийти и поиграть, приятно провести время, поесть, попить чай. И, соответственно, оттуда и название «Игра ешь». Здесь можно было увидеть и частных коллекционеров, которые представили на суд участников форума «Деловая Ингушетия» свою коллекцию. Коллекцию кинжалов, ремни старинные, плетка. Все, что необходимо, которое было у наших предков, то и представил. Я занимаюсь этим уже давно, прилично более 10 лет. Этим собираю, коллекционирую, продаю. Если не продажа, то и покупка тоже, соответственно, бюджет не позволяет. Поэтому кое-что интересно оставляю для себя, а то, что уже можно продать, то, что в моем коллекции уже больше присутствует, 2, 3, 4 вещи, то продаю. Для туризма в основном я представляю продукцию компактную, маленькую, все, что можно было так, с логотипами Ингушетия у нас полностью идет. Вся продукция в основном основана на этом. Востребованность большая. Сегодня у нас такого сувенирного цеха нету, чтобы производить именно нашу Ингушетию. Да?
А турист, который посещает именно то место, где он хочет быть, хоть в Арамхи, хоть Таргим, он хочет именно Ингушетия, чтобы было написано. А вот компания «Сан-Сан» обеспечивает высококачественной наградной продукцией все спортивные организации региона. Они выполняют заказы различной степени сложности и оригинального дизайна. Представляем наградную сувенирную продукцию. Особый упор мы делаем на продукции с региональной символикой, так как считаем, что в каждом регионе должны вручаться свои награды. Любому спортсмену всегда получить приятно именно продукцию с гербом, символикой республики. Как вы видите, у нас огромный ассортимент, у нас огромное собственное производство. Наша компания более 26 лет на наградном и сувенирном рынке. В рамках экономического форума «Деловая Ингушетия» прошла и выставка «Инг-Экспо-Тур». На единой выставочной площадке участники продемонстрировали туристические проекты. Представили изделия мастеров, начиная с простых поделок, сувениров и заканчивая картинами и мастер-классами по изготовлению ювелирных украшений. Выставка «Инг-Экспо-Тур», которая проходит в рамках форума, сразу привлекает к себе внимание. Здесь представлены не только различные изделия, но и наш национальный танец. На выставке представлены все города и муниципальные районы Ингушетии. Кто-то демонстрирует изделия картинных галерей, музеев, предприятий сувенирной продукции, а другие – туристические фирмы. К примеру, относительно недавно открывшееся турагентство «Магаз-Тур» впервые принимает участие в такого рода форуме. Сегодня на туристической выставке мы первый раз, но мы представляем обширную продукцию, такую как выезды в зарубежные страны, такие как Эмираты, Турция, Таиланд, Доминикана. Но помимо этого мы предлагаем также внутренние маршруты, которые достаточно хорошо разработаны по Джаравскому району. Проезжаем мимо Осиновского ущелья, Вовнушки, Игикал, Таргим, Тхабаерды и Храм. То есть достаточно разнообразно и очень интересно рассказываем о внутренних маршрутах. Турагентство предлагает экскурсии не только по земле, но и в небе. «Магаз-Тур» на выставке представил вот этот параплан. Здесь 2 места для пилота и пассажира. Полетная экскурсия составляет около 25 минут по окрестностям Назрани и Магаса на высоте около 400 метров. Он уже протестирован, поэтому все безопасно. Свою продукцию представил единственный в регионе, но активно развивающийся Арамхи. На всесезонном курорте туристы могут отдыхать круглый год. Мы с собой привезли мотоциклы наши горные, снегоходы, сноуборды, лыжи вернее. Что у нас еще? Сувениры разные. Ну и еще, конечно, мы в прошлом году его представляли. Это наш фирменный травяной чай. Отдых в Ингушетии, можно сказать, вошел в моду. И сейчас остается только наращивать турпоток и повышать уровень оказываемых услуг, чтобы увеличить время пребывания туристов в регионе, уверены в Комитете по туризму республики. Атмосфера вся такая праздничная, народное гуляние. Все центры туристические, находящиеся на территории нашей республики, в том числе гостиничные объекты, ресторанные объекты, сувенирные центры, они все выставлены. Вот клуб 4×4, который сейчас будет регулярно проводить джип-туры, джип-фестивали по горной Ингушетии, по республике. Впрочем, в общем, все действующие центры притяжения в нашей республике, они здесь сегодня выставлены. Каждый город, каждый район сегодня показал здесь свой потенциал, свои достопримечательности. То есть чем можно привлечь гостей и туристов, в том числе местных и приезжих. Это уже 3-я выставка по счету. И изначально она имела статус регионального, местного. То есть мы рассчитывали на местного потребителя. А со временем он уже приобрел уже статус межрегионального. И сегодня здесь есть коллеги из других субъектов. То есть просто прикладники, мастера, сувенирщики, они приехали, выставились. Учитывая то, что ежегодно масштабность и популярность этой выставки увеличится, мы рассчитываем его со временем сделать международным. А что-то новое внесли в этом? Обязательно. Здесь же представлены и первые авиапрогулки на парапланеризме. И все маршруты здесь представлены. То есть, в общем, туристский информационный центр республики, он сегодня презентует новые маршруты, в том числе и авиа, и конные маршруты. Ну, туристов буквально вчера побывала очередная группа, большая группа нового туроператора тель-авивского и египетского. То есть, до этого были туристы из Чехии. То есть поток, он уже со временем увеличился. И с началом текущего года мы видим именно иностранный поток, он увеличился в разы. Если привести просто цифры,
с начала года, то на 1 августа, то есть уже сентябрь месяц, на 1 августа в республике побывали более 78 тысяч туристов. Это по данным погрануправления и других наших коллег, туроператоров и турфирм. Чтобы никто из гостей Ингушетии не уехал с пустыми руками, ежедневно трудятся воспитанники Центра детского и юношеского творчества Джейрахского района, которые мастерят различные поделки своими руками, вкладывая в свой труд не только умения, но и душу. Мы решили привести выставку декоративно-прикладного искусства, декоративно-прикладного творчества, точнее наших детей, воспитанников. Дело в том, что мы считаем, что воспитание, образование и экономическое развитие нашей страны, это, конечно, связано и неразрывно. Поэтому мы пытаемся научить наших детей не только творить красоту, не только видеть прекрасное, но и учим их к будущей жизни. То есть они должны уметь зарабатывать, они должны уметь создавать красоту своими руками. Потому что, вы знаете, у нас республика развивается стремительно, тем более в Джейрахском районе у нас развивается туристический кластер. Наши поделки всегда вызывают интерес у присутствующих, и многие из них с удовольствием приобретают как сувениры. И мы думаем, что мы окажем очень большую помощь республике и туристическому нашему направлению развития нашей республики тем, что мы покажем, что мы можем дарить, с чем могут уезжать отсюда туристы, с какими сувенирами. Они у нас очень оригинальные, потому что у детей фантазия, вы знаете, очень богатая. Произведенную продукцию ручной работы представила Ассоциация ремесленников Ингушетии. У нас сегодня будет проведено 3 мастер-класса, а вся наша продукция, которая тут выставлена, основная, будет нацелена и на нашу национальную, и отдельно мы поставили более современную тут отдельно. Для всех желающих они провели мастер-класс по плетению проволоки. Мухаммед Гамурзиев показал, как за считанные минуты сделать ювелирные украшения. У меня сейчас медная проволока, но бывает огромный ассортимент, и золотая, и серебряная, посеребряная, на вкус и цвет, как говорится. Да. А также используются различные камни. Это могут быть и готовые, и природные. Также они и обрабатываются как самим, так и можно закупать готовые камни, которые не подлежат какой-то дополнительной обработке. Изделие готово. Если Ассоциация ремесленников демонстрирует свое мастерство прямо в павильоне, то участники поискового движения Ингушетии на выставку привезли уникальные экспонаты времен Великой Отечественной войны. Культурный туризм становится сегодня одной из главных составляющих туристических программ, и музеи здесь играют не последнюю роль. Один из них – Малгобекский музей «Память поколений». Сегодня мы на этом выставке представляем нашу военную историю нашего края, Республики Ингушетия. Эти все предметы, артефакты, которые мы поднимаем вместе с бойцами в ходе полевых работ, поискового отряда СКФО и других полевых экспедиций. Если вот эта винтовка Мосина, это было самое распространенное оружие, стрелковое оружие в ходе Второй мировой войны. Этот автомат у нас ППШ, он называется, тоже вот один из первых автоматических оружий, который использовался во Второй мировой войне. Весь потенциал, представленный Комитетом по туризму региона, осмотрели почетные гости делового форума. Увиденным они остались довольны и отметили, что туристическая сфера в регионе развивается активными темпами. Принимает гостей, иностранцев принимаем мы. Он находится, центр КамАЗ, вот он, его, вот это Назир Магомедович Мистоев. У себя дома? Здесь да, у себя дома, да. Инг-экспотур в рамках форума проходит уже в 3-й раз, и в перспективе межрегиональная выставка станет международной. Этот вопрос уже обсуждается в Федеральном агентстве по туризму. В рамках форума прошло и пленарное заседание на тему перспективы социально-экономического развития Ингушетии в условиях новых подходов к экономическому росту страны. Председатель правительства Руслан Гагиев обратился к собравшимся с приветственным словом от главы Ингушетии. Я приветствую всех участников и организаторов данного форума. Позвольте мне поприветствовать вас от имени главы республики Юнусбека Евкурова. Уважаемые участники форума, гости, организаторы. Сердечно приветствую всех участников, гостей и организаторов форума. Форум «Деловая Ингушетия-2018» – это авторитетная дискуссионная площадка для обмена опытом
поиска решений и консолидации усилий представителей власти и бизнеса. Отрадно отметить, что с каждым годом растет популярность форума, расширяется его тематика, а деловая программа становится более многогранной. Предприниматели как республиканских, так и других субъектов Российской Федерации могут представить свою продукцию, прорекламировать ее и познакомиться с передовыми практиками реализации экономических инициатив. Программа форума направлена на обсуждение самых свежих проектов, актуальных вопросов экономики России. Думаю, что проведение таких мероприятий во многом способствует реализации наиболее перспективных экономических проектов, политики импортозамещения, инвестирования и развития инфраструктуры, а также вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие регионов и в целом страны. Уверен, что сложившийся в рамках форума продуктивный диалог и взаимовыгодное сотрудничество представителей власти и бизнеса послужит ускоренному и эффективному развитию международных экономических связей, повышению инвестиционной привлекательности и претворению в жизнь основных направлений социально-экономической политики правительства Российской Федерации на долгосрочную перспективу. Искренне желаю всем участникам, гостям и организаторам форума успехов, здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. А форуму плодотворной работы, живых дискуссий и честной конкуренции. С уважением, глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. К участникам и гостям форума от имени министра России по делам Северного Кавказа обратился и директор Департамента инвестиционных проектов по делам Северного Кавказа. Добрый день, уважаемые коллеги. Для начала хотел бы зачитать приветственный адрес от имени министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергея Викторовича Чеботарева. Уважаемые организаторы и участники форума, поздравляю вас с открытием 5-го юбилейного экономического форума «Деловая Ингушетия-2018». За годы своего существования форум стал авторитетной площадкой, способной консолидировать представителей делового сообщества, общественности и органов государственной власти для решения ключевых задач развития экономики Ингушетии. Форум предоставляет дополнительную возможность предприятиям региона продемонстрировать свою продукцию, расширить деловые контакты, найти новые направления для развития бизнеса. Республика обладает значительным потенциалом в развитии инвестиционной сферы. В регионе созданы все условия для успешной реализации проектов промышленности, сельского хозяйства и туризма. В 2018 году в рамках форума «Деловая Ингушетия» состоится ежегодная туристическая выставка «Ингекспотур», направленная на повышение внимания к региону, сохранение этнического, культурно-исторического, природного наследия России. Выставка способствует решению важнейших задач, стоящих перед Северо-Кавказским федеральным округом, где туризм является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики. Желаю всем участникам форума успешной работы, множества новых идей для расширения деловой активности на Северном Кавказе. Министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергей Викторович Чеботарев. Гости форума «Деловая Ингушетия-2018» отметили значимость мероприятия и подчеркнули, что необходимо всячески поддерживать предпринимателей. Корпорация – это инвестиционный фонд, который дает деньги. Если говорить просто, вот без затей, мы можем давать деньги в капитал, мы даем также долгосрочные займы. Если говорить о процентной ставке и о сроках, они очень благоприятны, на наш взгляд. Мы даем сейчас займы до 15 лет под ставку 6%. Соответственно, если мы входим в капитал, то даем нашим партнерам, соучредителям, соответственно, выкупать нашу долю примерно же под ту же ставку. За последние годы России пришлось столкнуться с очень сложными экономическими и социальными вызовами. Однако в 2017 году в экономической жизни страны произошли изменения ситуации, когда двухлетний период спада сменился ростом. В текущем году руководством страны определен новый комплексный подход социально-экономического развития Российской Федерации на ближайшие годы. Этот подход должен обеспечить ускоренное развитие России в целом и, соответственно, каждого региона в отдельности. Так как у нас 5-й экономический форум, я беру за пример 5-летний период. Так, за последние 5 лет ВРП республики увеличилось на 31%. Объем внебюджетных инвестиций в 1,5 раза. Оборот продукции малых предприятий почти на 40%. Оборот розничной торговли на 36%.
Конечно же, в развитии экономики, как и у других субъектов, в республике есть свои проблемы. Важно, что мы знаем, что за проблемы и что нужно сделать, чтобы их решить. В рамках указа по развитию конкуренции нами совместно с Федеральной антимонопольной службой разработана дорожная карта по развитию конкуренции. В данном случае развитие конкуренции подразумевает развитие частного сектора в областях, в которых в настоящее время превалирует государственный сектор. Я вижу, что количество участников год от года растет. География участников тоже расширяется. У нас сегодня коллеги из соседних субъектов, с других государств. И это здорово, это очень приятно. Наши коллеги в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии были просто удивлены тем количеством участников, которые выставились. Они не ожидали, что у нас столько товаров, изделий и услуг, оказывается, что столько у нас всего производится. Конечно, я не хочу преувеличивать все это. Нам по факту надо в несколько раз нарастить объемы. Нам надо выйти на максимально возможный уровень, хотя бы на 80% обеспечить себя товарами и услугами собственного производства. Вот этот показатель, к которому мы должны стремиться. А так все хорошо. Самых успешных и добросовестных предпринимателей наградили грамотами главы Ингушетии. В этом году впервые деловую Ингушетию посетили представители бизнес-сообщества Индии и Китая. Они отметили, что главная цель – знакомство с инвестиционным потенциалом региона. Я вообще приехал по приглашению министра экономики Ингушетии. И это не мой первый визит. Я уже побывал месяц назад. У нас еще подписано соглашение в экономическом форуме в Питере с главой республики, господином Евкоровым. Я хотел здесь начинать производство по офтальмологическому оборудованию и дальнейшие фармацевтические препараты тоже. Вот для этого и еще на это 5-й деловой Ингушетии я специально приглашен, и я рад, что я приехал. Эта площадка мне еще более возможности показывает, и деловое сотрудничество с другими регионами тоже это возможно. Есть многими уже знакомства предпринимателями там вот. Надеюсь, все это к пользу пойдет. Я представляю интересы Российско-Китайской палаты, возглавляю ее в Южном федеральном, Северо-Кавказском федеральном округах. И первый раз здесь на таком мероприятии. Очень-очень мне понравилось. Я надеюсь, что мы через свою палату будем тесно сотрудничать путем привлечения иностранных инвестиций, это непосредственно из Китая. Интерес в этом у региона есть, я ощущаю это на встречах. Вот, и я благодарен руководству региона и благодарен организаторам, потому что без таких подобных мероприятий, конечно, не найти общей точки соприкосновения, в том числе и с иностранными инвесторами. Мы работаем и разнопрофильно, в том числе в отрасли туристической, в том числе промышленность различного рода. Это и агропромышленный комплекс, и машиностроение, и строительная отрасль. И также инвестируем, приглашаем инвесторов на площадке топливно-энергетического комплекса. В рамках 5-го экономического форума «Деловая Ингушетия-2018» подписаны инвестиционные соглашения между муниципалитетами и инвесторами, а значит, регион ожидает новые бизнес-сотрудничества и новые проекты импортозамещения.